безопасной образовательной среды школы зависит не только от администрации школы, да, зависит это от местного самоуправления городского генеша, то есть депутатов. Нами проект Евросоюз выделено 10 тысяч евро В школе, в школе на инновационную школу номер 1. Сейчас мы сотрудничаем с Евросоюзом проектом, мы стали уже пилотными. Нами выделено бюджет первую школу 3 миллиона 989 тысяч 500 сом. А Европроект Союз предоставил 10 тысяч евро. Наша задача, мы заинтересованы, чтобы наши дети учились в безопасной школе. У нас по городу Палас имеется 9 школ, из них 3 школы у нас русскоязычные, и вот одна школа номер 3 с немецким уклоном была отобрана по проекту Европейского Союза. У нас, конечно, поскольку у нас школ очень мало русскоязычных, желающих обучаться в русской школе очень много. И территория этой третьей школы позволяла построить дополнительное здание. Местное самоуправление на строительство этого дополнительного здания выделило более 4 миллионов сом. И когда начали с проекта здания, по проекту, проект был стандартным, но после получения консультации, рекомендации по безопасной школе, проект школы был изменен и переделан. На сегодняшний день строительство школы завершено. В здании сейчас 3 кабинета. Размер кабинетов составляет, один большой кабинет это 90 квадратных метров и 2 кабинета по 70 и 72 квадратных метра. Это по санитарным нормам на одного ребенка необходимо от 2 до 2,5 квадратных метров по санитарным нормам. И в связи с этим проект был изменен, и поэтому кабинеты были увеличены. Как уже было сказано, у нас желающих обучаться в русской школе очень много, и русские школы у нас перезагружены, особенно начальные классы. И в связи с этим было принято решение совместно с нашим местным кенешем построить это дополнительное здание. Вопрос озеленения школьной среды – это не просто создание, так сказать, приемлемых условий обитания школьников на период учебы. Это одновременно и, так сказать, привитие новых подходов и у учащихся, и у, значит, их родителей, и их преподавателей вообще к живой среде обитания. Потому что, к сожалению, наша современная цивилизация, она, можно сказать, полностью игнорирует живую среду обитания, которая рассматривается просто как источник для получения различного рода, так сказать, сырья и прочих всяких вещей. Вот такое количество вопросов, которые сегодня связаны с безопасностью, в том числе с информационной безопасностью. Я очень рад, что в рамках этого проекта, по крайней мере, сделана попытка решать. Была сделана масса публикаций интересных. Были предложены какие-то механизмы противодействия этим явлениям, опять-таки, подчеркиваю, острым, но нерешенным. И когда мне сегодня показали, например, новые совершенно свежие публикации, а вы уже видите, сколько интересных публикаций в рамках этого проекта вышло, я сказал: хочу для России такие публикации. Вот посмотрите, например, великолепная книга о пищевой безопасности, которая тоже только напечатана, где есть рекомендации о том, как правильно питаться, советы родителям и учителям, из чего построить вопросы здоровой пищи. Мы сегодня все этим обеспокоены. Посмотрите, какие великолепные публикации вышли о защите детей в чрезвычайных ситуациях. При этом они разделены на книгу для
учеников и книгу для преподавателей, где описаны острые какие-то моменты, связанные с жизнью с нашей. Посмотрите, какие великолепные иллюстрации, как это все интересно издано. Поэтому я хочу вам сказать, что, вы знаете, действительно, проект блестящий. И мне только остается сожалеть, что он скоро заканчивается. Мне очень хочется, чтобы он имел, а я уверен, что он будет иметь огромные последствия. И еще раз поздравляю Кыргызстан за то, что вы одними из самых первых на планете занялись этими проблемами. Это очень хороший опыт, и я уверен, что он даст свои самые блестящие последствия.